первый жилищный кооператив, анан талкуда айтып берем. Мен урматтуу Мырза Шамкеев, сиз бир аз туура эмес позицияга карматабыз. Первоначальный ежемесячный платеж примерно гикта канча каражат турат? Ежемесячный платеж? Ну, имеется в виду, канча мүмкүнчүлүгү болуш керек. 18 миң деп жүрбөдү эле справка. Для получения кредита, если это по коэффициенту PTI, у них доход должен превышать 2 раза ежемесячного платежа по кредиту. Это примерно средняя стоимость. Если у него 1 000 000 сомов кредит, то он в среднем платит 10 000 сомов ежемесячно. То есть он должен показать зарплату на 20 000 сомов? На 20 000, да. Вот то, что каражаттар жок болуп атпайбы. Вот банк теперь, процентная стоимость. Вот первоначальный вклад, айтып берип койсоңуз, канча каражаттар, допустим, по процентам? 10% это сколько процентов? 30% это сколько процентов? Значит, если у них первоначальный взнос свыше 30%, то они платят 7% годовых. Если у них от 20 до 30%, то платят 8% годовых. Если у них от 10 до 20, то тогда платят они 9% годовых. Анда эмес, 50 это 7-8, 30 это до 10, и меньше 30 это 12%. Нет. По нашей программе мы используем только вот эту дифференцию. Частные банки это 27%, 23-27%. Вот по жилищному, вот у вас же концепция же есть. Бул жерде кандай болот пайыздыгы? По ЖСКК? Да. Значит, трехлетний продукт будет 9% годовых, пятилетний продукт будет 8,5% годовых, и 7-летний продукт будет 8% годовых. Ежемесячный платеж по трехлетке, пятилетке и десятилетке? То же самое. В среднем, если то же самое болсо, жок, кандай болбойт-то? Если стоимость квартиры в среднем 30 000 долларов. Ну, здесь, значит... И вы трехлетка болгон 36 айга бөлбөйсүңөр, ежемесячный платеж, значит, с процентами, канча болот? Если вот они по первому продукту возьмут на 1 100 000 сомов, то у них в среднем платежи в месяц будут около 10-11 000 сомов. Расчетторуңуз берсеңиз, мен экинчи окууга алып берейин. Бираз туура эмесирээк болуп атпайбы? 1 000 000 сом. Тогда и первоначальный вклад бериш керек да. Первоначальный вклад канча болот ошо на трехлетку? Первоначальный, значит, он сам выбирает сумму платежей ежемесячных. Если он хочет накопить на кредит 1,1 миллиона сомов, то он должен в среднем платить в месяц вот, по депозиту, да, по сбережениям 10-12 000 сомов. То есть он в течение 3 лет, 3 года, да, вы говорите? Да, 3 года. В течение 3 лет он собирает по 10 000 сомов, чтобы поступить на эту программу, да? Да, чтобы накопить первоначальный взнос, а потом обеспечить себе доступ. А потом его платежи получается столько же? Столько же, да. 10 000. Это вот немецкая модель. То есть какая сумма накапливается ежемесячно, такая же сумма потом платится в виде платежей за кредит. Это будет не государственное, это будет для всех форм собственности? Для всех форм собственности, для всех категорий граждан. Микрокредитка болгондо кепилдиги кандай болот? Вот вы сейчас откроете, вот, шлюз откроете, частники тоже начнут открывать. Алардын кепилдиги кандай болот? Вот, допустим, по банку есть 600 миллионов. Резерв, еще и депозитка из агентства. А по микрокредитке кандай болот? Механизм защиты? Ну, здесь, Мирлан, вкладов. Здесь тонкий момент. Во-первых, ставка по вкладу, она очень ближе низкая. К микрофону. Она очень низкая ставка, это около 3%. И эта жилищно-сберегательная кредитная компания, она может заниматься только ипотекой и только ипотечными вкладами, и все. То есть это для частных кредитных компаний это не привлекательно. Нет, я как раз об этом и говорю. Оно привлекательно, не привлекательно, это бизнес сам выбирает. Но просто механизм ее защиты этих средств. Люди же все равно пойдут отдавать деньги, если реклама пойдет. Вы говорите низкие проценты, удобные моменты. Люди пойдут сдавать деньги. Допустим, лопнула эта компания. Начала на каркасе там 2-го этажа лопнула компания. Вот один ЖСК открылся, начал строить дом, на 2-м этаже пропал. Ну, здесь национальный защита депозита, анын каражаттары защита кандай болот микрокредиттин? Мирлан Канатбекович, сурооңузга рахмат. Во-первых, будет требование к уставному капиталу. То есть мы на первоначальном этапе говорим о 100 миллионах сомов, чтобы это был вот как бы балансирующий. То есть компания может привлекать депозиты только при наличии уставного капитала. Это первое. Второе, при получении лицензии будут выставлены дополнительные требования. Вот в рамках 100 миллионов компания где-то может привлечь порядка, ну максимум еще 100 миллионов как депозиты. Больше она не может привлечь.
То есть там оно будет гарантироваться так же, как по аналогу, как в коммерческих банках. И мы, когда лицензировать будем, мы все эти моменты будем просматривать. До апробации, Толкун Исламович, потому что будет же пробация, некая апробация будет этого процесса. 10 секунд. Хотелось бы в НПА Нацбанка, чтобы это отрегулировать, то, что вы говорите. Если у них уставной фонд 100 миллионов, чтобы они могли там не более 100-120, потому что привлекали они, чтобы потом покрыть эти, потому что это социальные последствия. Хорошо, Рахмат. мы учтем ваше предложение.